программа «Интервью» в прямом эфире башкирского спутникового телевидения. Обсуждаем приемные кампании этого года в вузы. Сегодня наш гость – ректор Башкирского государственного медицинского университета Валентин Павлов. Валентин Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте первый вопрос у меня будет. Что сегодня представляет из себя БГМУ? 10 тысяч студентов ежегодно обучаются. Сколько специальностей? Что вы можете добавить к этому? БГМУ – это крупный вуз. Мы один из самых крупных вузов за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. И мы крупный вуз международный. У нас более 1500 иностранных студентов. И мы вуз, который трансформируется. Мы стараемся отвечать на вопросы современной жизни, современного образования. И наряду с нашими традиционными специальностями лечебное дело, педиатрия, стоматология, мы начинаем сегодня открывать абсолютно новые специальности. Открывается и развивается биологическое направление, восстановлена социальная работа, много новых специальностей открыто в ординатуре. То есть мы трансформируемся. Мы становимся вот таким евразийским университетом наук о жизни, где не только медицина, но много-много того, что называется парамедицинскими специальностями. Давайте обсудим особенности приемной кампании, как повлиял коронавирус. В этом году все общество изменилось. И то, что мы говорили и призывали использовать цифровые технологии, наш коронавирус заставил это сделать быстро, качественно. И на сегодняшний день приемная комиссия у нас работает в режиме онлайн, гораздо проще, удобнее и для поступающих, и для сотрудников университета. И если вы хотите подать к нам заявление, пожалуйста, на сайте университета открываете раздел «Приемная комиссия», нажимаете большую красную кнопку «Зарегистрироваться», и через какое-то время вы стали студентами медицинского университета. Вы уже отметили, что 1500 студентов из 10 тысяч – это иностранные граждане. Порядка 500 будут приняты в этом году. Как будете сотрудничать с ними? Ну, у нас традиционно большая прослойка иностранных студентов. У нас сегодня учатся дети из более чем 50 стран, а выпускники университета работают более чем в 100 странах. География очень широкая, от Колумбии до Новой Зеландии. К нам приезжают ребята учиться, и первые 3 курса, они занимаются преимущественно на английском языке. В вузе создана универсальная такая языковая среда, а когда на 3-м курсе, на 4-м наши студенты уже идут в наши клинические базы к больным, они уже к этому времени знают русский язык. И мы гордимся, что многие наши выпускники, они стали ведущими специалистами в своих странах. В Индии, в арабском мире, даже в Южной Америке. Вы везде найдете выпускников Башкирского медицинского университета. Кроме полилингвальной богатой среды, есть мнение, что именно саммиты ШОС и БРИКС, которые произошли в Уфе, стали толчком для развития с международными специалистами в сфере здравоохранения. Да? Как ведется работа в этом направлении? Международная кооперация, она всегда была в нашем вузе, это традиционно. Наши вот старые связи республики с ГДР тогда, потом Федеративная Республика Германия, они не брошены. Мы развиваем совместную аспирантуру с университетами Дрездена, Мюнхена, Хайдельберга, Регенсбурга. И саммиты ШОС и БРИКС, они позволили нам открыть для себя мир уже Азии, Юго-Восточной Азии, мир Ближнего Востока. И сегодня большая прослойка студентов из Африки. И для многих родной уже не английский, а французский язык уже родной. Португальский язык сегодня звучит в стенах вуза. Большая прослойка студентов из стран Ближнего Востока. Иран, Ирак, Малайзия, вот эти страны, они стали формироваться. И здесь мы используем выгодное положение республики. Это элемент нашего российского влияния. Мы прививаем нашу культуру, наши ценности и формируем элиту этих стран в наших стенах. А как студенты сотрудничают с международными специалистами? Имеют ли они допуск к тем операциям хирургическим, которые проводятся, да, с участием по режиму видеосвязи с иностранными докторами? Практически сегодня эта работа ведется онлайн. Она у нас никогда не прекращалась. Если это раньше были просто обмены физические, то сегодня мы то же самое делаем в режиме онлайн. Буквально вот недавно завершились защиты аспирантов
наших китайских вузах, Харбинский университет, Сычуанский университет, мы получили специалистов высшей квалификации. И еженедельно практически проходят очные семинары, очные операции с ведущими российскими центрами и с ведущими центрами мировыми, с нашими вузами-партнерами. И наши студенты активные участники этих образовательных мероприятий. У нас студенты не выехали. Если и всего лишь 200-300 студентов уехало, и сдавали сессию онлайн, сегодня каникулы, многие студенты уедут, но большинство останется, они будут загружены летом, и многие работают. Многие студенты пошли на практику в нашей больнице, и для нас вот такая гордость, что один из наших студентов был активным участником десанта в Карачаево-Черкесии, студент из Таджикистана. Он наравне с нашими российскими ребятами работал медбратом в самом большом госпитале на 350 коек, который был развернут на базе Черкесска, и вернулся оттуда героем. Мы подтвердили уровень и качество своей подготовки. Потому что когда иногда нас критикуют за качество подготовки врача, у нас один только аргумент. За наше качество проголосовали евро, долларом более 1700 студентов из 50 стран мира. И эти цифры сами говорят за себя. Да. Материально-техническая база БГМУ, что она сегодня из себя представляет? На сегодняшний день мы имеем базу в центре города, это наш основной кампус. Мы имеем кампус фармфакультета в Затоне. И сегодня мы развиваемся. Здесь огромное спасибо главе республики, Ради Фаридовичу Хабирову, который нас поддерживает. Буквально недавно мы получили новое от республики общежитие на Октябрьской революции в самом лучшем месте города Уфы. Приглашаем вас, 1 сентября будем открывать. На сколько мест? На 500 мест. И сегодня мы ведем разговоры и в том числе приглашаем к сотрудничеству ведущих российских медицинских и производителей, и центров, которые обеспечивают внедрение в Российскую Федерацию передовых медицинских и научных технологий. На сегодняшний день мы ведем проекты с Росатомом по строительству на базе клиники университета. Это 750 коек, одно из ведущих учреждений в системе здравоохранения Республики и города Уфы, по созданию современного центра не только для нас, но и для всего Уральского и Приволжского региона по нуклеарной терапии онкологических заболеваний, например. И таких проектов очень много, и мы надеемся, что в ближайшее время, 3-5 лет, мы выйдем на мировой и превышающий мировой уровень по целому ряду наиболее актуальных позиций. Онкология, сердечно-сосудистые заболевания. Ну и, конечно, новый вызов – это новая коронавирусная инфекция. Все выпускники, которые у нас заканчивают вуз, они все 100% трудоустраиваются. И где бы ни работал наш выпускник, как правило, это успешный врач, успешный доктор. Либо успешный человек в других специальностях. От таких коллабораций с предприятиями крупнейшими страны и мира что получает студент? Студент получает практические навыки и получает опыт практической деятельности, опыт научной работы. Он выходит практически готовым специалистом. Мы избавляемся вот от нашего старого, что забудьте все, чему вас учили 6 лет, мы сейчас вас научим снова работать все по-другому. Да? Как еще известный советский комик Аркадий Райкин говорил. Вот мы от этого избавляемся, и опыт коронавирусной инфекции это показал, потому что все те новые препараты, которые производятся и будут производиться на территории Российской Федерации, они прошли обкатку и сейчас проходят обкатку на базе нашего ковид-госпиталя. О, интересно. Расскажите поподробнее, пожалуйста, как идет процесс? Ну, на сегодняшний день все лучшие научные умы страны и мира, это понятно, борются с новой коронавирусной инфекцией. А университет, мы имеем лицензии, мы имеем специалистов, которые участвуют в проведении клинических исследований. То есть наши пациенты, они наряду с обычной терапией получают самые перспективные препараты
то острие на сегодняшний день медицинской науки. И уровень у нас и по республике, и уровень, в принципе, по стране, мы это видим, летальности от ковид-инфекции, он ниже, чем в мире. И мы понимаем, что это свидетельство также адекватности нашей системы здравоохранения и уровня подготовки наших врачей именно вот новым вызовом 21 века. У нас не случилось коллапсов, тех, которые мы видели и в Европе, и в Италии, и в Соединенных Штатах Америки. Вот этого у нас не случилось. Приемная кампания этого года, какой вы ее ожидаете и по каким специальностям будет наибольший конкурс, на ваш взгляд? Мы ожидаем лучших выпускников школ республики и Российской Федерации и приглашаем всех стать студентами нашего Башкирского государственного медицинского университета. Пока мы не понимаем еще, какой будет проходной балл, потому что только вот сегодня сдают русский язык. Будет около 3800 человек у нас из выпускников школ города и республики будут сдавать биологию и химию, наши профильные предметы. Уже 70% станут целевиками. Это ребята, которые имеют право прийти в любую больницу. На сегодняшний день выпускник любой школы республики может выбрать на карте лечебное учреждение, которое нуждается во врачах, и главный врач ему будет обязан выдать целевое направление. Их уже выдано более 1100, и будет такой же конкурс целевиков на эти 470 целевых мест. Но они потом будут иметь гарантированное рабочее место для того, чтобы смогли отработать в этом лечебном учреждении, которое будет заказчиком целевого обучения. А все остальные, пожалуйста, welcome на конкурс. Мы ждем медалистов, мы ждем победителей олимпиад для того, чтобы лучшие наши выпускники, самые умные, самые креативные наши дети, а все дети наши самые лучшие, стали нашими студентами, и потом они стали нашими врачами. Если мы с вами заболеем, нас лечили уже, и наших родителей, и наших детей, лучшие врачи в мире. Если я не ошибаюсь, муниципалитеты также заинтересованы в том, чтобы были именно целевики, как вы говорите, да? Они предоставляют и жилье. Вот что видите вы, какую картину, да? Вот здесь взаимодействие муниципалитет, БГМУ и медицинские организации в районах, городах. А на сегодняшний день мы чувствуем огромную поддержку руководства республики. Практически глава республики взял руководство здравоохранением, именно обеспечение кадрами под личный контроль. Это одно из требований, которые Радий Фаритович предъявляет ко всем главам муниципалитетам. Это обеспеченность кадрами. На сегодняшний день это не секрет, и мы говорили, что еще 2 года мы отставали от российского показателя обеспеченности кадрами. Сегодня это как вот у нас такой хороший показатель сформировался, 36,6 температура. Вот сегодня на 10 тысяч населения у нас 36,6 врачей. То есть мы на сегодняшний день российский показатель обеспеченности врачами выполнили. Да, то есть это вот свидетельство результативности той политики, которую проводит республика. И реализуется она, конечно, через глав. Потому что мало врачу дать зарплату сегодня, он должен жить в адекватной инфраструктуре. Школы, детские сады, квартиры, отдых и так далее, и так далее. Многие молодые врачи не просят квартиру. Многие молодые врачи говорят, дайте нам участок, мы сами построим дом, какой мы хотим. Мы останемся здесь работать, будем рожать, воспитывать детей, будем жить на родной земле. Это очень нам приятно. И вот эта эпидемия коронавируса показала, то, что наше будущее, оно в надежных руках. Мы видим огромный приток молодежи, и наши студенты, ни один студент не отказался работать в системе ковид-госпиталей республики. И волонтерам, и на должностях среднего и младшего медицинского персонала. То есть на сегодняшний день мы имеем резерв, который полностью удовлетворяет потребности лечебной сети республики. Спасибо большое, Валентин Николаевич. Время у нас, к сожалению, вышло. Это был ректор Башкирского государственного медицинского университета Валентин Павлов. Мы говорили о приемной кампании ВУЗ, а также о том, как сделать успешную карьеру в системе здравоохранения.